Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Айдана Ховалых. И сегодня в выпуске. Кызыл-Кош или Красный обоз – самое необходимое отправляют бойцам из Тувы. 9 октября страна чествует своих сельхозработников и производителей. Тувинская горнорудная компания в очередной раз изменила цену на уголь. В конце прошлой недели отпускная цена черного топлива на Тувинской горнорудной компании для жителей Тувы снова взлетела к коммерческой и составляет 2985 рублей. В этой связи на сегодняшний день конечная цена на топливных складах увеличилась на 765 рублей. Правительство Тувы провело переговоры с ООО «ТГРК» и потребовало вернуть сниженную цену для топливных складов. Мы считаем, что Тувинская горнорудная компания повысила отпускную цену для топливных складов необоснованно, потому что согласно утвержденным решениям правительства и также соглашений, заключенных с Тувинской горнорудной компанией и также с топливными складами, цена указана 2220. То есть этот вопрос мы считаем, что необоснованный, и этот вопрос сейчас решается. Вместе с тем правительство региона прорабатывает другие меры регулирования цены на уголь. Подобные действия в разгар отопительного сезона недопустимы. Сейчас в целях сохранения льготной цены на топливных складах, утвержденной правительством Республики Тыва, где база является отпускная цена на разрезе, рассматривается вопрос временно субсидировать часть затрат топливным складам, чтобы вернуть цены на прежний уровень. Кызыл-Кош возник с начала Великой Отечественной войны в 1941 году и продолжался до 1944 года включительно, когда Тувинская Народная Республика вошла в состав Советского Союза. С начала специальной военной операции единичные инициативы жителей региона вновь переросли в движение Кызыл-Кош. За сбором очередной партии гуманитарной помощи наблюдал Сайгын Бюрбю. Общественное движение «Красный обоз» прежде всего направлено на оказание помощи именно бойцам 55-й отдельной горной мотострелковой бригады, принимающих участие в специальной военной операции. Количество участников Кызыл-Кош на сегодня перевалило за 100 людей. Активно участвуют и профсоюзы республики. Наши отраслевые рискомы – это здравоохранение, образование, Почта России, связь, электропрофсоюз, также риском государственных учреждений, культура. Они все тоже собирают деньги и отправляют тоже в помощь нашим бойцам. К движению «Красный обоз» с каждым днем присоединяется все больше людей. На одной из коробок мы заметили надпись в главе ДНР «Поздравляем от семьи солдата Пихемского района». Нам пояснили, что это подарок от родителей погибшего в ДНР бойца. Что находится в коробке, осталось для нас тайной. Трогательно, что в общественном движении активную роль играют вдовы погибших в спецоперации воинов. Они нам оказали помощь на сумму 110 тысяч рублей, приобрели необходимые нужды для ребят, теплые вещи, спальные мешки, медикаменты. Вот, все это, получается, также направлено туда, к ребятам. И в скором времени эта помощь также до них дойдет, они все получат. При приобретении вещей активисты консультируются с ребятами, которые уже принимали участие в боевых действиях. Необходимы квадрокоптеры, радиостанции, удобное термобелье, а самое главное – аптечки индивидуального пользования. К примеру, заслуженная артистка республики Галина Сюрюн и ее семья на собственные средства приобрела 30 единиц тактических аптечек бойца, не самых дешевых. От нашей семьи мы хотим подарить ребятам тактические аптечки, в которые вложено в содержимое, самое-самое необходимое лекарство, которое солдату нужно в первую же минуту, если что-то с ним случится. Считаю, что главное – здоровье и безопасность наших солдат. В момент съемок прибыла очередная партия груза, собранного жителями Эрзина общим весом 3-4 тонны. Причем груз сопровождает сам председатель администрации района. Собрали в основном продукты питания. Это тувинская баранина, как наш бренд. Потому что там парни, которые служат, в основном хотят есть местное мясо. Кроме этого, конечно, национальные блюда, теплая одежда, и бинокли, рации, квадрокоптеры. Есть у главы Эрзина и необычная миссия, которую ему доверили дети района. Шоран Шомбун считает, что поставленную задачу должен выполнить лично.
Школьники нашего Кажуна написали письма нашим военнослужащим, чтобы как бы согреть душу, чтобы они знали, что мы их ценим, любим и ждем с победой домой. Это уже третья и четвертая отправка краснообозников нашим парням. Общий вес помощи уже превысил 23 тонны. И это не крайняя цифра. Сайгын Бирбю, Шолбан Монгуш, Азамат Очур, Тува-24. В продолжении темы практически каждый житель нашей республики с начала проведения специальной военной операции старается помочь, чем может. А при объявлении частичной мобилизации мы все в родной Туве сплотились еще больше. О пошиве сумок аптечек смотрите далее. Марина Зелякова – индивидуальный предприниматель, руководитель ателье «Кокетка». С началом частичной мобилизации также решили своим коллективам помочь. Начали шить вещи, которые всегда пригодятся в трудных походных условиях. Толстовки, балаклавы, майки, утепленные жилеты. Для помощи кинули клич в соцсетях. И за машинки сели волонтеры. Почему бы в такое время какую-то дачу свою для наших ребят попить? Что-то хотела свою частичку там добавить. Поэтому решили свое свободное время. Так-то приятно мне с девчонками работать тут с волонтерскими. Ателье «Кокетка» на рынке профессионального военпошива почти 12 лет. В пятницу им поступил заказ от Министерства здравоохранения. У них есть потребность в 400 аптечек собрать, да, но поскольку у них все стандартное, жестко, им нужны именно легкие сумочки для вот этого набора. Мы замерили вот этот сам набор, что туда входит. Здесь обговорили это дело, это буквально было в пятницу. Ну, конечно, количество штук 400, это выше всех наших возможностей. Без сторонней помощи нам просто с этим заказом не справиться. Из 400 сумок аптечек сегодня изготовлено только 60. И вновь на помощь приходят волонтеры. Шить можно в ателье или взять работу на дом, как рукодельница Александра Шагирова. Это такое важное дело, надо ребятам помогать нашим обязательно, без этого никак. Вот пришла, взяла все, что надо для вот этих вот аптечек. Здесь у ребят будут всякие медикаменты, а это нужно, естественно, сшить. Вот мы собираем. Марина Михайловна мне выдала все это дело. Я взяла домой, у меня дома есть машинка, все. И сейчас буду дома шить. Волонтерам выделены машинки, а профессионалы-закройщики раздали швеям детали будущих аптечек. Тоже пришла на призыв Марины Михайловны в группе, в общей нашей группе. И как получилось вот со свободным временем, вот я и пришла. Потому что я, во-первых, я еще общественник, патриот, у меня сыновья, у меня 2 сына. Поэтому я думаю, что стране помочь любым способом. Сшить 400 сумок до среды непросто, но если помогут волонтеры, заказ будет выполнен вовремя. И аптечки, наполненные нужными лекарствами для бойцов, отправятся с любовью военнослужащим из Тувы. Ателье «Кокетка» находится по адресу город Кызыл, улица Бухтуева, 1, 4-й подъезд. Татьяна Рамазанова, Шолбан Монгуш, Азамат Очур, Тува-24. Во второе воскресенье октября принято поздравлять аграриев, изготовителей пищевой продукции, работников перерабатывающих предприятий, фермеров, садоводов, огородников и других специалистов агропромышленного комплекса. Как республика встретила День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, рассказывает Сайгын Бирбю. В этом году торжество приходится на 9 октября. День аграриев претерпел много названий, прежде чем в 1999 году дату перенесли с 3 воскресенья ноября на 2 воскресенье октября. Тогда праздник и получил свое окончательное название, под которым известен до сих пор. С чем мы пришли именно ко Дню работника сельского хозяйства? У нас на сегодняшний день, несмотря ни на погодные условия, наши сельхозтоваропроизводители заготовили корма к зиме, подготовились к зимним условиям. На сегодняшний день, я как знаю, хоть немного, но они собрали урожай зерновых культур. Сегодняшний день остался только 2 хозяйства, которые уже завершают уборку урожая. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия ставит перспективные планы, в том числе и на развитие животноводства. Развитие редких, именно тувинских пород животных, которые сегодняшним днем считаются исчезающими, чтобы они именно сохранить их генофонд. Для этого разрабатывается республиканская целевая программа по развитию яководства, по развитию верблюдоводства.
по развитию козоводства, оленеводства. Это, я считаю, в перспективе даст очень большой толчок в развитии данных отраслей и всего сельского хозяйства, производства продукции в сельском хозяйстве и привлечение именно молодых кадров. Особое внимание сегодня уделяется глубокой переработке всей производимой продукции, от зерновых культур до шерсти. Конечно же, хотелось бы еще, так скажем, увеличить темпы развития нашей отрасли, особенно в части переработки сельскохозяйственной продукции. Это очень важно. Производим, а по большому счету, значит, вся продукция должна перерабатываться и выйти на рынок уже как бы в готовом виде. Сельхозпроизводителей поздравила сенатор Совета Федерации от Тувы Дина Аюн, которая также подчеркнула значимость переработки продукции и особой важности обеспечения продовольственной безопасности. Мы понимаем, что значат такие важные вещи, как продовольствие и энергия. И слава Богу, что в последние несколько десятилетий внимание к сельскому хозяйству привело к результатам. Сегодня Россия сама может себя обеспечивать продовольствием. Глава Тувы на своей странице поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это праздник каждого, кто живет и трудится на земле, содержит скот, занимается растениеводством, посевами. В Туве более 40 тысяч таких семей. Мы пережили очень сложный год, вынуждены подсчитывать потери урожая, зерновых и кормовых культур из-за экстремально жаркого и засушливого лета. Выводы сделаны. Предпримем все меры, чтобы, несмотря на образовавшийся дефицит кормов, наш скот благополучно перезимовал. В этом году страна готова получить рекордный урожай зерновых. Растет количество сельскохозяйственных животных. В этом заслуга простых крестьян, некоторых из которых отметили на торжественном заседании. Один из них – глава крестьянско-фермерского хозяйства Дюврен Тургенол Ховалых. Я возглавляю КФХ, в котором имеется более 1000 мелкорогатого скота, по сотне крупных домашних животных. В хозяйстве у нас трудится 4 человека. Несмотря на засуху, все равно удалось заготовить зимний корм. В свою очередь, правительство региона и Минсельхоз Республики всегда поддерживают тех аграриев, кто своим примером показывает и доказывает, что у природы нет плохой погоды. Главное – полная самоотдача делу, сопряженная с рационализацией имеющихся ресурсов. Сайгын Бюрбюш, Албан Монгуш, Азамат Очур, Тува 24. Еще один праздничный день. 9 октября во всем мире отмечается День почты. Россия – один из старейших членов этой международной организации. Сеть федеральной почтовой связи включает в себя 42 тысячи объектов и охватывает своими услугами 99% территории страны. Филиалы Почты России существуют во всех регионах страны, в том числе и в Туве. До сравнительно недавнего времени, пока не была изобретена электронная почта, письма и другую корреспонденцию доставляли только почтальоны. Их роль неоценима. В современное время на помощь почтальонам пришли курьеры. Наша работа заключается в том, что мы доставляем от дверей клиенту, который не надо будет ожидать получения посылок в отделениях и тому подобное. То есть мы оказываем услуги доставки, то есть клиент может попросить не обязательно на адрес, но также и на работу может попросить, и мы ему обязательно в течение рабочего дня доставляем посылки. Также в чем наша особенность УКД? В день поступления всех посылок мы обязательно доставляем их в день назначения. То есть такого не бывает, что если посылка пришла сегодня, а завтра только доставили. Таких случаев у нас на протяжении моей работы около 10 лет не было. Основная особенность курьерской доставки – передача посылки от заказчика получателю через конкретного человека. Курьер лично забирает отправление, транспортирует и вручает адресату, получив с него расписку. Сотрудник компании является ее официальным представителем и несет ответственность за выполнение заказа. Профессия курьера во время самоизоляции стала едва ли не самой востребованной. Горожане боялись выходить на улицу, потому продукты и другие товары первой необходимости им привозили прямо к двери квартиры. Количество доставок увеличилось в разы. Когда была пандемия, конечно, нагрузка у нас была больше, потому что клиенты сидели дома, они берегли свое здоровье, а сейчас уже маленькое послабление пошло. Клиенты приходят и к нам сюда, в участок. А в штате курьерской доставки у нас 11 человек, в том числе 5 операторов и 4 курьера.
Цель Всемирного дня почты заключается в пропаганде роли почтового сектора повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие страны. Чинчи Кашпыков, Владимир Сюртук, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Решением правительства Тувы с 29 сентября по 19 октября на территории республики действует противопожарный режим. В связи с этим с 5 октября граждане, которые хотят посетить лесные массивы, должны обязательно получить пропуск. Приобрести его можно в Министерстве лесного хозяйства и природопользования или в районных лесничествах. Это делается для того, чтобы мы, государственные лесные инспектора, знали, что сколько человек находится в лесном массиве, в каких местах они находятся и цель их посещения, там, для каких целей они находятся в лесном массиве. Пропуск выписывается в лесничествах бесплатный. Там указывается дата, от какого по какой он имеет посещать лес, какое лесничество, урочище, на какой автомашине он будет заезжать в лесной массив. В пропуске там имеется памятка данному гражданину, что он при посещении лесных массивов будет соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Также в региональном Минлесхозе заверили, на граждан, которые не получили пропуск и посетили лесные массивы, будет составлен административный протокол и штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. В селе Балгазын Тандынского района увековечили память заслуженного артиста Тувы и обладателя ордена «Родительская слава» Начина Чоду. В торжественной атмосфере прошло открытие памятника и присвоение его имени Дому культуры села Балгазын. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Уроженец села Балгазын Начин Чоду всю жизнь посвятил музыке и горловому пению, сделав огромный вклад в развитие тувинского национального искусства. Он выпускник Кызылского училища искусств имени Чергалула, позднее освоил абсолютно все тувинские национальные инструменты, став мультиинструменталистом и аранжировщиком песен. Начин Александрович – это человек, который всю жизнь болевший за популяризацию, актуализацию, сохранение тувинской традиционной культуры. Он был художественным руководителем фольклорно-этнографического ансамбля Тува. Он внес огромный вклад в деле развития именно исполнительского искусства тувинского хуюмея. В торжественной церемонии присвоения имени Сельскому дому культуры и открытия памятника Начину Чоду приняли участие представители регионального министерства культуры и туризма, администрации села Балгазын, коллеги, односельчане, друзья и многочисленные родственники. И, конечно же, мероприятие не состоялось бы без семьи музыканта, вдовы Начина Чоду, народной хуюмежи Республики Тыва, заслуженной артистки Республики Тыва Шанчалай Начин Чоду и их 5 детей. Отец нас с детства воспитывал и учил играть на национальных традиционных инструментах. И мы, его дети, очень гордимся папой, продолжим его дело. Над созданием памятника трудился заслуженный деятель искусств Александр Айдуб, а идея присвоения имени Начина Чоду Дому культуры села Балгазын принадлежит руководству клуба. Сегодня в стенах культурного учреждения проходят детские кружки по пению, танцам и так далее. Мы очень рады, что в такой теплый солнечный день нашему Дому культуры торжественно присваивается имя нашего уважаемого земляка Чоду Начина Александровича. Он является одним из достойных сыновей тувинского народа, поэтому в этом решении нас поддержали все. Как отметили в Министерстве культуры, Начин Чоду в составе группы «Алаш» неоднократно выступал за рубежом. За свои достижения в творчестве не раз удостаивался высоких признаний, в том числе мировой музыкальной премии «Грэмми». Выражаем благодарность Министерству культуры, всем коллегам, друзьям, родственникам за поддержку, за установку и изготовление памятника. После торжественной церемонии состоялся концерт воспоминания с участием фольклорных ансамблей «Алаш», «Тыва», Национального оркестра Республики Тыва, заслуженных артистов Андрея Мангуша, Айдаша Барынма, Шалбана Андара и других звезд республики. Всех тех, кто приехал отдать дань светлой памяти, благодарности и огромного уважения Начину Александровичу Чоду. Чинчи Кашпыков, Владимир Сюртук, Азамат Очур, телеканал Тува-24.
Ко Дню работника сельского хозяйства наша съемочная группа подготовила специальный репортаж о фермерах Тоджинского Кажуна, которые разводят домашних птиц и занимаются пчеловодством. Смотрите сегодня после программы «Интервью дня». Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.